В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. Сегодня мы говорим о предстоящем дне рождения нашего города Грозного, столицы Чеченской Республики, с доктором исторических наук Тамарой Эльбуздукаевой. Тамара Маршевова. Как известно, в 1818 году у входа в Ханкальское ущелье была заложена крепость Грозная, и которая впоследствии обретет статус города. А были ли какие-то села или населенные пункты в окрестностях будущей крепости? Да, по мнению археологов, первые поселения в этом месте были 3000 лет до нашей эры. Это где-то больше 5000 лет назад. Поскольку это очень благоприятное место и с точки зрения локации, и торговых связей, то здесь находили более 30 мест археологических раскопок. Это и Ханкальское городище, и в черте города очень много археологических находок и случайных находок. Во время строительства до сих пор это находят. Это говорит о том, что на месте поселения, на месте города были поселения издавна. А вот к моменту строительства крепости Грозная здесь насчитывалось более 20 поселений и хуторов. Вот остатки этих поселений – это Старая Сунжа, Алды, это самые древние поселения. Остальные в момент строительства либо разрушались, жители переселяли, и не единожды их переселяли все дальше и дальше за черту крепости и города. Угу. Спустя около 50 лет уже указом Сената крепость Грозная получает статус города. И буквально через небольшой промежуток времени Грозный становится крупным промышленным центром Северного Кавказа. Что послужило причиной такого бурного роста? После окончания Кавказской войны Грозная утратила свое былое фортификационное назначение, и потому что эта крепость находилась в очень удобном местоположении, и даже во время Кавказской войны здесь происходили ярмарки, даже с разрешения имама Шамиля, и сюда привозили свои товары и горные, так сказать, немирные чеченцы. И вот было обращение в правительствующий сенат о том, чтобы придать крепости статус уже города. И вот в 1870 году вышел указ по новому стилю в начале этого года, и крепость Грозная стала городом Грозным. И быть бы ему заштатным уездным городишкой, если бы небольшие запасы нефти. Еще раньше чеченцы разрабатывали и колодезным способом добывали эту нефть, использовали, но поскольку не было железных дорог, не было оборудования, чтобы в промышленных масштабах добывать нефть, то она не имела такого стратегического, можно сказать, значения. Но после строительства железной дороги в 1893 году, которая связала Грозное уже с большим миром, и добычи, когда стал глубины 131, по-моему, метр фонтан на участке бакинского нефтепромышленника Ахвердова, значит, вот этот фонтан положил, можно сказать, начало промышленному нефтяному буму в Грозном. Сюда стали стекаться капиталы, иностранные в том числе, фирмы, в том числе и братья Нобели проявили интерес к грозненской нефти, дешевая рабочая сила, сравнительно высокое залегание нефтяных пластов. Ну и еще, когда вышел правительственный указ об образовании города, здесь были предоставлены льготы на 5 лет и земельные участки. И сюда потянулись жители с России, в основном это бедняки, которые хотели как-то улучшить свою жизненную ситуацию. И население города стало резко возрастать. От 4000 в крепости где-то до революции уже было до 40 тысяч. Это очень такой рывок. И где-то 20 тысяч рабочих, которые работали на промыслах. Надо сказать, что чеченцев было мало. Были ограничения для того, чтобы они могли жить. Они должны были иметь какой-то оседлости ценз, быть или офицерами, или предпринимателями. Вот простым жителям
сел, и даже выгоняли их из города, выселяли периодически. Жить в черте Грозного запрещалось. И поэтому... А в связи с чем это было связано, как вы думаете? Ну, это было связано, наверное, с теми указами жестокими, которые считали чеченцев. Ну, война не так давно закончилась, чтобы обезопасить нефтяные промыслы, железную дорогу от набегов, от посягательства бандитствующего элемента, как говорится. Поэтому были такие ограничения. Если выдавали паспорта, то только на короткий такой промежуток времени для того, чтобы посетить город, ярмарку и так далее. То есть вели такой учет горцев, и в город фактически от 500 жителей чеченцев, и то более 100 человек сидели в Грозненской тюрьме. Вот такой расклад населения. Вторая по численности диаспора – это была еврейская. Это торговцы, предприниматели, ну, иностранные концессии, как я говорила. Капиталы здесь активно разрабатывали нефтяные участки. Еще надо заметить, что нефтяные месторождения принадлежали Терскому казачьему войску, а те уже предоставляли их как откупная система. Была и хищническая добыча нефти. Никто не заботился о том, чтобы сохранить или как-то добывать нефть технологическими способами. Тут же возникают и попутные заводы по производству нефтяного оборудования, и завод «Польза», «Успех», «Красный молот», который был раньше молотом промышленного нефтяного оборудования. Заводы успешно разрастались, работали. Ну и тут же пищевая, текстильная промышленность, черепичная, в общем, то, что нужно было для населения, изготовляли и развивалось в городской инфраструктуре. Дороги мастились, электричество было проведено, водопровод, ну, гораздо позже, уже где-то в 2010 году. Находясь в центре Северного Кавказа, Грозный всегда оказывался в центре общественно-политических событий. В разное время он был столицей различных территориальных административных образований. Какие из них вы назвали бы исторически важными начала XX века? Ну, давайте сначала начнем с конца XIX века, когда в Терской области был Чеченский округ и Грозный. Он оспаривал с Владикавказом роль столицы вообще Терской области. Вот затем, после того, как свершилась Октябрьская революция, и в 1921 году образовалась Горская автономная республика, Грозный тоже играл значительную роль промышленного центра. После гражданской войны и после того упомянуть события гражданской войны, потому что здесь проходили 100-дневные бои против бичераховцев. Потом Грозный захватили в 19 году деникинцы. То есть Грозный имеет такую историю еще революционной столицы. И такая борьба велась против белогвардейцев. И затем, после образования Горской автономной республики, Советской социалистической, Грозный становится центром Чеченского округа. Но после выхода Чеченского округа и образования Чеченской автономной области, это 22 год, Грозный номинально являлся столицей, центром этого округа, области, но формально даже подчинялся непосредственно Москве как губернский город, наравне с Владикавказом Орджоникидзе. И это продолжалось до 1928 года. В 1928 году Грозный становится столицей уже Чеченской автономной области. И все учреждения располагались там, потому что это был и промышленный, и культурный центр. Там находились учебные заведения, повторяю, культурные заведения. И Грозный продолжал развиваться как промышленный центр не только Чеченской автономной области, но и всего Северного Кавказа, потому что он давал сырье, нефть, бензин и все продукты нефтепереработки стране, которая очень нуждалась, потому что началась эпоха индустриализации, и в нефти нуждалась вся страна.
В 1934 году объединяется Чеченская автономная область с Ингушской, и Грозный становится столицей уже Чечено-Ингушской автономной области. А в 1936 году, когда образовалась Чечено-Ингушская АССР, то Грозный становится столицей ЧССР. И это продолжалось до выселения 1944 года. Мгм. Почему, как вы думаете, Гитлер так настаивал о том, чтобы получить грозненскую, майкопскую нефть, что якобы он говорил, войну можно считать проигранной, если мы получим эти энергозапасы? Ну, опять же, из-за нефти. В 1942 году, когда началась операция А и Б под кодовым названием, и гитлеровцы устремились к Волге на Северный Кавказ с целью прорваться через Грозный, Баку и выйти на Ближний Восток, то Грозный стал на пути гитлеровцев. И вы правильно сказали, он заявил, что если я не получу нефть Майкопа и Грозного, то мне придется покончить с этой войной. И, казалось бы, Грозный был в пределах такой досягаемости. Взяли Ростов, взяли Краснодар, Прохладный, Моздок и так далее. И подошли к Тереку, перешли Терек, захватили небольшой плацдарм. Но Грозный опоясан был несколькими кольцами такой обороны. В самом Грозном были поставлены доты, дзоты. Даже в зданиях устраивали специальные такие гнезда, чтобы оборонять Грозный в случае, если враг прорвется к городу. В эти рвы противотанковые залили воду, сверху нефть, где-то вал с соломой, пропитанный нефтью. И гитлеровцы взяли Малгобек на 3 месяца, но Грозный захватить им не удалось. И тогда уже осенью, в октябре 1942 года, Грозный подвергся массовой бомбардировке. И тогда загорелись вот эти резервуары с нефтью, город стал гореть, огни полыхающего города, и дым виден был даже в Махачкале. Вот такой вот ужас. Описывали, что нефть пошла уже в жилые кварталы. Тут стали грозненцы, пожарные, которые предотвратили полное уничтожение города. Мы знаем, что есть памятник Мамилову, который как раз... Ну, почему-то мало об этом слышали. Я вот буквально с ваших уст сегодня первый раз об этом слышу. Ну, это, кто желает узнать, это все отражено и в художественной литературе, может быть, и в научной литературе. То, что Грозный полыхал, и то, что Грозный подвергся бомбардировке, эти даже называют, что 200 самолетов бомбили Грозный. Советские летчики не вступили в бой, и эти юнкерсы и мессершмитты стали массово уничтожаться. Зенитчики тоже вели службу. Город фактически, повторяю, был опоясан. Там и заграждение из колючей проволоки, комендантский час, нельзя было зажигать свет. Ну, в общем, все эти моменты, они отражены даже в книге, сборника документов Грозненский государственный комитет обороны, который имел все полномочия власти. И вот документы как раз об этом свидетельствуют, что Грозный действительно в годы войны стал неприступной крепостью. Жители эвакуировали многих. Когда взяли Ростов, эвакуировали промышленные предприятия, учебные заведения. Но что характерно, в 1943 году действовал здесь указ о всеобуче. Ввели, студентов опять отправили учиться, особенно в нефтяном, педагогическом институтах. В общем, продолжалась учеба, мирная жизнь вот в этом плане. И учреждения культуры работали в Грозном, самые такие тяжелые моменты.
В разное время город Грозный подвергался разным катаклизмам, но каждый раз восстанавливается и становится все краще. Верите ли вы в его светлое будущее? Что бы вы пожелали бы жителям города Грозного на предстоящем дне рождения? Ну, верить, не верить, это другой вопрос. Он уже как бы устремлен в светлое будущее. За кратчайшие сроки после того, как прогнозировали, что Грозный будет десятки лет восстанавливаться, он восстановился буквально с 2007-2009 год. Вот основные здания, центральные улицы были восстановлены. Ну, началась восстанавливаться инфраструктура Грозного еще в начале нулевых. Вот, даже было мнение перенести столицу в какое-то другое место, поскольку Грозный, наверное, напоминал Сталинград после тех событий 42-го, начала 43-го года, Великой Отечественной войны, потому что 70% города было уничтожено. Вся инфраструктура, промышленные объекты, жилые дома, все, не было ни света, ни газификации, в общем. Легче, наверное, было построить на ровном месте. Но Ахмат Хаджи Кадыров решил восстанавливать город, а Рамзан Ахматович завершил это дело. Мы видим, как грибы после дождя растут новые здания. Сюда приезжают жители. Это очень комфортный с точки зрения проживания город, и он устремлен в будущее. Надеюсь, что он станет еще краше. Все, кто сюда приезжает, отмечает чистоту улиц, вежливость населения. Ну, в общем, тут нет даже сомнения, что Грозный будет и дальше цвести, развиваться и становиться все краше. И действительно, сколько было катаклизмов, сколько раз Грозный был на грани уничтожения, ну, ему, как птица Феникс, удавалось возродиться из пепла. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях была доктор исторических наук Тамара Эльбуздукаева. Оставайтесь с нами.